طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hürmetli yaragılar, patatan ve muhmanar, teklifni ve yoldaşlar, Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Уважаемые гости, уважаемые ярагцы, приглашенные, разрешите вести мне этот маджлис на русском, так как у нас много делегаций со всех районов Дагестана пришли приветствовать нас, пришли, чтобы участвовать в этом благородном, благодатном маджлисе. Прежде всего, начать этот маджлис, я хочу вам передать также салам от нашего духовного руководства, руководства Духовного управления мусульман Дагестана, от всех алимов, лично от председателя Духовного управления муфтия Республики Дагестан Ахмад Афанди. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Эти маджлисы, подобного рода маджлисы, уважаемые братья и сестры, называются маджлисами Аллаха. В хадисе написано, что ангелы находятся в поисках таких маджлисов, на которых прославляют пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Когда они находят такой маджлис, они друг другу сообщают, они собираются, окружают этот маджлис и делают дуа для всех мусульман, чтобы Всевышний простил им их грехи. Дай Аллах, чтобы мы все ушли с этого маджлиса без грехов. Дай Аллах, чтобы мы почаще приветствовали, то есть участвовали в таких маджлисах. Вдвойне приятно, что сегодня такой маджлис проводится на родине основоположника мюридизма на Северном Кавказе, известного шейха Магомеда Ярагского. Начиная этот маджлис, я хотел привести его слова. Вот что он писал. Факел, который Аллах сам зажег когда-то через своего пророка, чтобы осветить для нас темные переулки жизни, потух, а между нами и святостью пролегла пропасть. Я пришел, пишет он, чтобы заполнить эту пропасть и вновь построить храм веры, чтобы зажег потухший факел. Вот факел, который он зажег, мы сегодня несем этот факел. Мы прочтем, начнем этот маджлис со чтения сур из благородного Корана. Абдулла Хаджи, вам слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أذكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Несмотря на то, что в течение многих лет духовное наследие этого знаменитого шейха было предано забвению, нашлись люди, которые подняли все это наследие, сделали его наследие достоянием для нас, для всех дагестанцев. Одним из таких людей является председатель фонда правления имени Магомеда Яракского Рустамов Гаджибуба Шахмурадович. Он также является соавтором книги «Магомед Яракский дух, наследие и наследники», которая вышла в Махачкале в 2011 году. Пожалуйста, Хаджибахул, вам слово. Дорогие мусульмане, братья и сестры, от имени фонда шейха Магомеда Эфенди Яракского и всех жителей селения Ирак-Казмуляр вас приветствуем, обнимаем вас за участие в сегодняшних торжествах Мавлюда, проводимой уже традиционно в нашем селе с вашим
братским, сестерским участием мевлюда, посвященной шейху Магомеду Эфенди Иракскому. Как вы свидетели, многие из вас здесь сидящих, в 1996 году мы положили начало сегодняшнего дня. Тогда в нашем селе нашли всего 4 человека, которые могли молиться. А сегодня их сотни. Сегодня пришли вы все сюда, чтобы восстановить наше прошлое, духовное, то, что связано наш Магомед Эфенди Иракский. Мы очень благодарны вам и думаем, несколько лет подряд мы будем продолжать сегодняшние мевлиди в нашем селе. Бог нам дал все возможности, прекрасная погода, хорошие природные богатства, чтобы быть на первых рядах службе Божьей. Всем вам доброго здоровья и пожелать успехов в богослужении. Спасибо за внимание. Алимы, написано в хадисе, подобны звездам на небе в темную ночь. Они указывают нам правильный путь. На сегодняшний маджлис приехали алимы из многих районов. И сейчас я хочу предоставить первым слово имаму Курахского района Шамиль Хаджи Амарову, который расскажет нам о жизни и творчестве великого шейха Магомеда Яракского. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 минут, когда пройдут, дайте, пожалуйста, знать. Потому что про любимца Аллаха, аулия, про них часами можно говорить. Меня ограничивают 7 минутами говорить про Мухаммаду Ляраги Куддиса Сирруху. Иншаллах, постараемся. Однажды, когда Умар, ради Аллаху анху, будучи уже халифом в Медине, управляя исламским халифатом, проходил по улице Медины, он увидел одного мужчину, разговаривающим с одной женщиной на улице. Умар, ради Аллаху анху, подойдя к этому мужчине, ударил этого мужчину и сказал: почему ты на улице разговариваешь с женщиной? На что тот мужчина возразил: о, халиф, посланник Аллаха, это моя жена, я со своей женой разговариваю. Умар, ради Аллаху анху, мне говорит: откуда люди знают, что эта женщина твоя жена? У нее лицо тоже закрытое, она одета, никаб, и никто не разберется, что это твоя жена, люди подумают, что ты с чужой женщиной разговариваешь. То есть не принял его довод. И после этого этот человек сказал свое оправдание: о, халиф, и мы только что приехали в Медину и ищем дом, чтобы остановиться, ищем нашим сегодняшним языком, ищем квартиру. Нам этот город неизвестен. И Умар, ради Аллаху анху, понял, что у этого человека есть довод, и попросил у него прощения, и попросил его, чтобы он его тоже ударил, как он же его ударил, чтобы в судный день не пришлось ответить. Этот человек, конечно же, простил его. Вы представьте, дорогие братья и сестры, на сегодняшний день наше положение, когда наша молодежь останавливает машины рядом проходящими мимо с девушками и разговаривают, не отходят от них. Вот как мы себя ведем, и как ведет наша женская половина, и как ведет наша мужская половина себя. И представьте, если Умар, ради Аллаху анху, в сегодняшний день среди нас, если жил бы, что было бы с нами. И для этого, дорогие братья и сестры, нам необходимо брать пример с наших праведных предков, которые у нас есть были, альхамдулиллах, и среди них величайший ученый, алим, светоч науки, тариката и шариата, наш любимец Всевышнего Аллаха, это Мухаммаду Ляраги Куддиса Сирруху. Мы, конечно, о нем рассказать, о его величии, чтобы рассказать, мы должны быть такими, как он, хотя бы такими, как он. Но так как мы не такие, как он, мы не можем полноценно о нем рассказать.
Но, иншаллах, надеюсь на баракат больших людей, будем говорить о нем, иншаллах. Однажды, когда мы были у величайшего шейха нашего времени, современности, великого алима, шахида, иншаллах, на пути Аллаха, Саида Афанди Кудиса Сируху, один из аксакалов Кураха спросил у него о Мухаммаду Ляраги, кто это был, какой это человек был. Саида Афанди Кудиса Сируху ответил: мы, говорит, сегодняшнее поколение, наши люди, не то что говорит, уровень этого великого шейха не знаем. Мы даже хорошенько его, даже историю, говорит, не знаем. Не говоря уже о великом его дороже, говорит. Настолько, говорит, мы обнищали. Поэтому необходимо нам побольше рассказывать о таких людях, изучать жизнь этих людей, для того, чтобы наша молодежь брала пример именно с этих людей. Есть очень много высказываний о шейхе Мухаммаду Ляраги в книгах, исламских, шариатских и тарикатских книгах. Сегодня мне хотелось бы рассказать. Был такой ученый Назир ад-Дургели. Он в своей книге «Нузатуль Адхан фи тараджуми уляма и Дагестан». Это книга, рассказывающая об алимах Дагестана, о выдающихся шейхах, ученых. Он пишет: «Уа Мухаммад бин Мала Исмаил», это говорит Мухаммад, сын Исмаиля, сын Мала, шейх Камал ан-Назр аль-Ляраги аль-Курей аль-Дагестани. Он, говорит, получил знания и познания выдающихся алимов, превосходных алимов Дагестана. То есть Мухаммад Ляраги был с детства привязан к наукам, обучался у своего родного отца знаниям в селении Яра, затем за знаниями ходил в разные аулы Дагестана, познавал знания у многих алимов Дагестана, у алимов разных национальностей. И это привело в нем большую интернациональность. Это человек был, который не разбирал лезгин, даргинец, кумык, аварец или так далее. Это человек был великий человек, который получил знания у самых великих ученых того времени. Он достиг такого уровня в явных науках, шариатских науках, что он был преподавателем больших ученых алимов Дагестана и не только Дагестана, которые прибывали к нему целыми делегациями, чтобы получить у него эти явные знания. Через определенное время по ишаре, по направлению Исмаиль Курдумири, Хас Мухаммад Ширвани, рахмахум Аллах, эти алимы, это шейх устаза, наставили его на путь тариката. И получил он иджазу, разрешение на распространение тариката и исполнение тариката, исполнение иджазы. Шейх Мухаммаду Ляраги, как он получил иджазу, об этом очень подробно, хорошо, красиво рассказывает шейх Шуайб аль-Багини в книге Суэйд Абакат. Хотелось бы этом рассказать, но ввиду ограничения времени придется ограничиться этим. Мухаммад Иракский Кудиса Сируху, когда Хас Мухаммад Ширвани прибыл к нему, Хас Мухаммад Ширвани находился у него в качестве ученика. И со временем, когда Мухаммаду Ляраги понял, что перед ним шейх тариката, он принял у своего же ученика тарикат, пришел в тарикат и обучился тарикату. Это для нас пример, дорогие братья и сестры, чтобы мы, несмотря на свои знания, несмотря на свои какие-то другие познания, на свои какие-то привилегии и так далее, мы обязаны найти духовного наставника. Если Мухаммаду Ляраги Кудиса Сируху, ему, у которого учились величайшие ученые Дагестана и не только, если ему понадобился духовный наставник, то для наших сердец этот наставник просто необходим. И нам необходимо искать его там, где бы он ни был, и находить его. И дальше Назир ад-Дургели в своей книге пишет: шейх Хас Мухаммад обучил, говорит, его, довел до великих уровней. Потом увеличились в Дагестане те, кто держали путь к шейху Аль-Ляраги. Некоторые и большинство из них, чтобы взять знания у него именно в тарикате. Вместе с теми, кто ездил к нему, были два алима, известные претендованием на имамство в Дагестане в то время: шейх Гази Мухаммад аль-Гимри и шейх имам Шамиль Афанди аль-Гимри. Они взяли у него тарикат и стали его преемниками. Будучи в свое время тоже величайшими учеными шариата, они обратились к шейху тариката. Они пришли оттуда в село Яраги сюда, чтобы брать у него тарикат. На сегодняшний день нам, братья и сестры, необходимо искать шейха, где он есть, ездить туда, беря пример с этих наших праведных предков. Они взяли у него тарикат и стали его преемниками, имам Гази Мухаммад и имам Шамиль, рахмахумуллах. Потом возвратились они в своей области и усердствовали в исполнении шариата и в оживлении ахкаму шариата. И когда нужно было совершить газават, они совершили газават, джихад на пути Аллаха.
После чего Мухаммад аль-Араги для возвышения слова калиматуллах стал мухаджиром, переселился в Аваристан, жил в селении Гимри, в селении Балахани и в селении, в конце своей жизни он жил в селении Сугур 3 года и 4 месяца. Умер там же в 1254 году по хиджре, 13 Джумадуль Ауаля, в понедельник, во время аср намаза, предзакатного 3-го намаза. На его похороны пишет Назир Дургили в этой книге Нузатуль Адхан Фитараджими Уляма и Дагестан. Собрались, говорит, очень много алимов, праведников, совершили за него джаназа намаз и похоронили на кладбище Сугур. На сегодняшний день там находится прекрасный зиярат Мухаммаду аль-Араги, который посещает очень много людей. И об этом пишет Шааб аль-Багини в книге Табакат, что его могила является местом, который совершает зиярат и получают люди баракат оттуда. И Назир Дургили также пишет об этом. И также величайший ученый во времена имама Шамиль Мухаммад Тахир аль-Карахи, который был летописцем Кавказской войны, он пишет о смерти Мухаммада аль-Араги в своей книге, что смерть его была для нас тяжелой, чем поражение во многих битвах. Вот так пишет. В тех битвах, где погибали сотни и тысячи муридов, чем некоторые эти битвы, вот это мусибат, вот это бала, смерти Мухаммаду аль-Араги для нас было тяжелее, говорит. Вот так пишет Мухаммад Тахир аль-Карахи. И также Назир Дургили в этой книге продолжает. Он, рахмахуллах, был опорой выдающихся алимов, шейхом народа, красотой религии ислам, обновитель шариата, наставник тариката, познавший Господа, арифом, оставившим мирское ради религии, поклоняющимся ради Аллаха, он был хафизом, то есть человеком, который знал наизусть Коран, мухаджиром на пути Аллаха, был помощником, то есть наставником имама Гази Мухаммада, когда он был первым имамом, и в дальнейшем и имама Шамиля. Мухаммаду аль-Араги принадлежат также и произведения, которые он написал. Особо известны его касида «Ат-Таиятуль Кубра ва Таиятуль Сугра». Это стихотворения, касиды, которые заканчиваются на букву «Та». Пусть Аллах даст нам его баракат, пусть Аллах не лишит нас его бараката, его наследия, чтобы мы придерживались его пути. Хоть и коротко, но жизнь этого великого ученого, алима, альхамдулиллах, что Всевышний Аллах дал нам возможность говорить о нем. Дай Аллах, чтобы мы следовали за такими людьми, и чтобы знали в Южном Дагестане, когда говорят, что тарикат не было, шариат нету и так далее, здесь всегда был тарикат, здесь всегда был шариат. И когда люди приходят и говорят, что суфизм это что-то новое, пускай постесняются Мухаммаду аль-Араги куддиса сирруху произносить его имя. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. الله الله يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على القدم محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم الله الله يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله محمد خبيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم
محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمين الله الله يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة دنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البار وخيرته محمد طاهر وساتير التهم الله الله يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله 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 يا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Женщине написано в хадисе, которая выполняет все обязанности перед Всевышним, все фарзы имеется в виду, намаз, пост и так далее. И женщине, которая слушается мужа, в судный день скажут: входите в рай через те врата, которые ты хочешь. Каков облик современной женщины? Что говорит шариат о женщине? Каковы ее права? Каковы ее обязательства? Чтобы ответить на эти вопросы, к нам на маджлис из далекого Казбековского района приехал многоуважаемый Казим Хаджи. Пожалуйста, вам слово. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля саййидил мурсалин Мухаммади ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здесь ведущий объявил регламент 7 минут. По-моему, можно внести поправку. За каждый пройденный 100 километров, по-моему, можно добавить по 1 минуте. Мы проехали где-то 400 километров и добавил к регламенту, иншаллах, у меня есть еще 4 минуты и в общем 11 минут. Постараюсь уложиться в это время. Насчет женщин в исламе. Если вот в наши дни провести опрос и спросить, в какой из религий у женщины, в какой из религий у женщины меньше всего прав, несомненно, многие из нас, многие скажут, что в исламе женщина имеет меньше прав, чем в других религиях. Но на самом деле это ошибочное мнение, это глубокое заблуждение, и это объясняется тем, что отсутствием знаний об исламе. Враги ислама утверждают, что ислам ущемляет права женщин, что в исламе женщины угнетены, что
в исламе женщина является узницей своего дома. На самом деле, уважаемые женщины, уважаемые братья, это не так. Больше всего врагов ислама завидует одеяние женщины в исламе. Одеяние, которое покрывает все ее тело. На самом деле, ни в одной религии, ни в одном обществе не возвеличена женщина, как в исламе. Как в исламе, и мы, иншаллах, постараемся это вам объяснить. Например, в жахилийский период, до прихода ислама, у арабов был такой обычай, они заживо хоронили новорожденных дочерей. Заживо они хоронили, боясь нищеты или же позора. Но после прихода ислам запретил это, и женщина приобрела свой статус, свои права. К примеру, в конце своей жизни в прощальном хаджи пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам завещал. Пророк сказал: «Иттакуллаха фин ниса». Вы, говорит, бойтесь гнева Аллаха, который может быть вызван из-за несправедливого отношения к женщинам. Из-за этого вы бойтесь Всевышнего Аллаха, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в прощальном хаджи. Права матери, по сравнению с правами отца, они намного превзошли права матери. Почему? Потому что, когда один человек спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, кто из людей наиболее достоин хорошего отношения с моей стороны к нему, пророк что ответил? Пророк ответил: это говорит твоя мать. Второй раз он спрашивает: а затем кто? После матери, кому я должен относиться хорошо? И второй раз пророк отвечает: это говорит твоя мать. Третий раз спрашивает тот человек: и затем кто? И третий раз пророк говорит: это твоя мать. Только четвертый раз, когда тот человек спросил, пророк ответил: это говорит твой отец. Только четвертый раз пророк сказал: твой отец. Поэтому ислам возвеличил женщину. Еще один пример. Например, то внимание, которое мы уделяем своим дочерям, это залог благополучия в ахирате, в судный день для нас. Почему? Потому что об этом свидетельствует хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который гласит, пророк говорит: кто-либо из вас, который содержит своих дочерей, воспитает их в духе ислама, содержит их до зрелого возраста, потом выдаст их замуж, то пророк говорит: этот человек и я, мы, говорит, в судный день будем вместе. То есть тот человек, который обеспечивает необходимым своих двух дочерей, говорит пророк, своих дочерей до совершеннолетия, потом выдаст их замуж, соблюдая нормы шариата, этот человек и пророк в судный день они будут вместе, уважаемые женщины. Дальше. Также хадис, ислам предостерег мужчин от несправедливого отношения к женщинам. В хадисе пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям: хайрукум ли ахлихи. Наилучший из вас, говорит, тот, кто проявляет лучшие отношения к своим женам. Тот, кто хорошо, подобающим образом относится к своим женам, этот человек, говорит, из вас самый наилучший. И исходя из этих хадисов, нам становится ясно, что ислам возвеличил женщину. Также женщина подобна драгоценному камню. Все мы знаем, что драгоценности хранятся подальше от чужих глаз. Например, возьмем любую драгоценность, например, золото. Золото, например, она труднодоступна. Как мы ее добываем? Мы ее добываем из недр земли. Например, жемчуг. Где находится? Жемчуг находится на дне океана, на дне морей. Также женщина, по сравнению с женщиной, например, если сравнить
любую драгоценность, любые драгоценные камни, золото, бриллиант, алмазы, по сравнению с женщиной, с мусульманкой, они не имеют никакой цены. Это просто ерунда по сравнению с женщиной. Поэтому ислам обязал женщину прикрывать свое тело, надевать хиджаб, который прикрывает все ее тело. Это обязанность. Почему? Потому что ношение подобающей одежды, если женщина носит такую одежду, соблюдая законы шариата, то это все идет только на пользу этой женщины, на пользу ее семьи, на пользу вообще всего общества. Если женщина носит хиджаб, если она прикрывает свое тело, то этим самым она приобретает покой в жизни. Она приобретает уважение, любовь окружающих. Тем самым она приобретает любовь со стороны супруга. Также она оберегает своего супруга от запретного взора его на чужих женщин. Если женщина в исламе, она ходит в хиджабе, прикрыв свое тело, то она обеспечивает безопасность общества. Почему? Потому что если женщина прикрывает свое тело, то она не является объектом для мужских страстей. Почему? Потому что ее скромный вид дает ей достоинство, дает ей красоту, дает ей скромность и дает ей как бы нур. Она приобретает внутренний свет, нур. Поэтому, уважаемые женщины, хиджаб, прикрывать тело, это для вас обязанность. Вот многие девушки, которые молятся, совершают намаз, они осознают, что это фарз, это обязанность, которую на них возложил сам Всевышний Аллах. Но при этом они не прикрывают свое тело подобающим образом, как это от нас требует шариат. Но это же тоже обязанность, которую на них возложил Всевышний Аллах, который возложил на них намаз. Есть аят в Коране, сура Аль-Бакара, Всевышний Аллах говорит, бисмилля ар-Рахман ар-Рахим, «Афату'минуна би ба'д аль-китаб ва такфуруна би ба'д». Неужели вы уверовали в одну часть Корана и отвергаете другую часть? «Фама джаза'у ма яф'алю залика минкум илля хизюн фил хаяти дуня». И воздаянием тому, кто совершает подобное, тот, кто уверовал в одну часть и отвергает другую часть. Например, в нашем случае, тот, кто совершает намаз, но при этом не прикрывает аурат, не прикрывает свое тело. Воздаяние за такое Всевышний Аллах говорит, будет позор в мирской жизни. Вот такая женщина, такой человек будет опозорен в мирской жизни. А وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. И в судный день они будут подвергнуты еще более ужасным мучениям. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Всевышний Аллах знает, Он в курсе того, что вы совершаете. Поэтому вот алимы пишут в книгах, в том числе и наш покойный Кудиял Устаз Кудиса Сиру Саид Афанди пишет, что когда человек умирает, когда он находится в таком состоянии, предсмертное состояние, умирает наш близкий человек, в этот момент, говорит, нельзя, говорит, оставлять возле него курящего человека или же женщину, которая не прикрыла свое тело подобающим, соответствующим образом, как это требует шариат. Почему нельзя? Объясняю. Потому что в этот момент, говорит, к нему стремится находиться возле него ангел милости. Для чего? Для того, чтобы внушить ему формулу шахады, чтобы он в конце произнес «Ла иляха илляллах», чтобы он сказал шахаду, «Ашхаду алла иляха илляллах ва анна Мухаммад Расулуллах», чтобы он покинул этот мир, будучи в имане. В то же время к нему стремится и дьявол, шайтан. Для чего?
чтобы вводить его в заблуждение, чтобы он покинул этот мир кафиром, будучи в неверии. А ангелы, как мы знаем, ангелы покидают того человека или же ту женщину, или же то место, где находится женщина, не прикрывшая свой аврат. Даже если один волосок выставлен, то на этом месте не находится ангел милости. Поэтому, уважаемые женщины, когда близкий человек, наш отец, брат, мать, они больны, например, они лежат в постели, предсмертное такое положение у них, и когда мы находимся вот в таком состоянии, не прикрыв аврат, мы являемся причиной, чтобы он покинул этот мир кафиром, в неверии, чтобы рядом с ним находился шайтан. Вот причиной для этого мы являемся. Поэтому будьте добры, пожалуйста, соблюдайте нормы шариата, соблюдайте законы ислама. Дай Аллах всем вам тауфик, и мужчинам, и женщинам следовать по соответствии Корану и Сунне, следовать за шариатом. Вальхамдулиллахи Раббил Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Rasulallah ganariken Qatna peygamber din tartel Zikir alas halk din metel Köz imavlid mübarek oy Kaçirviçik hiç sen okusan Çazirek etsi gayqısan Peygamber din rühdin ihsan Köz-i meclis mübarek oy Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Kessuvabar artuhuybul Berekatuhu rakukul Allah diyevuray qabul Köz-i mevlid mübarek Halal devlet artuhuymat Peygamber dinrin jedeşen Qile fikrikin murad Köz-i meclis mübarek oy Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Qad khayla ihtin meclis Kat darik niyet erpis Yargaz jede şeytan iblis Köz-i mevlid mübarek oy Mevlid gayi cehil qüzü Allah köle kura razi Rikin gafar qabul azim Köz-i meclis mübarek oy Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Ya Nebi selam aleyke Ya Resul selam aleyke Ya Habib selam aleyke Salavatullah aleyke Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Уважаемые братья и сестры, мы живем в очень трудное время. Трудно особенно молодежи. Особенно молодежи, если она
не имеет представления о своей религии. Порою запретное выдается за дозволенное. В хадисе написано: мясо на теле, которое выросло на хараме, удостоено адского огня. Какие запреты, что можно, чего нельзя делать в исламе? Ответить на этот вопрос, чтобы ответить на этот вопрос, мы приглашаем имама города Огни, уважаемого Мухаммада Рамазана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья, дорогие сестры, хвала Всевышнему Аллаху, который дал нам возможность собраться вот так, изучать религию Всевышнего Аллаха. Конечно, дай Аллах, чтобы этот маджлис Аллах принял, чтобы этот маджлис стал искуплением наших плохих маджлисов. Тема, уважаемые братья, что запрещено Всевышним Аллахом, что дозволено, это очень, конечно, огромная. Но каждая вещь, которую мы будем говорить сейчас, дозволена или не дозволена, это особое внимание не будем мы обращать на них, если мы не знаем, кто эту вещь нам дозволил, кто это нам запретил, пока мы не будем знать об этом. Поэтому хочу говорить, что каждый запрет, который мы слышим от людей, что это запрещено, что это дозволено, мы должны знать, что это запрет поставил на нас сами всемогущий Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля, сами, которые знающие, у которого есть сила на все. Поэтому, когда мы не понимаем это, человеку следует хотя бы похожие примеры привести для того, чтобы он понял, что это на самом деле. Даже мы, мусульмане, которые делаем намаз пятикратно, которые говорим «Ашхаду алла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах», которые говорим, что Аллаху Та'ала видящий, слышащий, вместе с этим у нас уверенность, у нас вера в тому, что мы говорим, очень слабая бывает. Поэтому хочу привести пример. Любой человек, он у себя дома, он у себя в работе устанавливает определенный порядок, определенный закон. У нас в государстве есть определенные законы, переходя которым мы получаем определенные наказания, будто штраф, будто тюрьма, будто другое какое-то наказание получаем, который отец ставит у себя дома какой-то распорядок, если нарушит дети, если нарушит жена, он наказывает. Если какой-то глава, если какой-то чиновник, он устанавливает свои порядки, свои законы в своем рабочем месте, если нарушит это, он убавляет зарплату, или же, если чересчур он ослушался, то вообще выгоняет с работы. Посмотрите, уважаемые братья и уважаемые сестры, если человек, являясь как бы рабом Всевышнего Аллаха, являясь который немощный, он хочет, который он установил обязанности, чтобы люди его соблюдали. Неужели Всевышний Аллах Та'ала не хочет? Неужели Аллах Та'ала не требует? Или же Аллах Та'ала не бывает злой, скажем, в таком форме, когда он ослушивается Всевышнего Аллаха? Опять пример приведу, что если человек, например, мы нарушим какой-то закон наш, мы получаем наказание обязательно. Боясь этого наказания, будто шофера, будто другие, что оштрафуют на 1000 рублей, оштрафуют каким-то другим, например, права заберут, или же в тюрьму посадят, человек, боясь этого, старается не нарушать. А если человек действительно узнает величие Всевышнего Аллаха, могущество Всевышнего Аллаха, а как же можно его законы переходить? Но вот непонимание наше, вот это дает повод, чтобы мы ослушивали Всевышнего Аллаха. Мы Всевышнего Аллаха так же, как мы видим друг друга, вот в таком явном форме,
вот таким убеждением даже мы не верим во Всевышнего Аллаха. У нас нету этого. Мы когда дуа делаем дуа не уверенно, как будто у кого-то далекого, как будто, то есть переходим на Всевышнего Аллаха. Самый крайний случай, когда какая-то беда или что-то становится, он сперва переходит с инстанции, что можно. Если они не помогают, потом обращаются к Аллаху или мечеть, вдруг там будет что-то как-то. Вдруг, как лотерея скажу, вдруг Аллах ответит, сделай дуа. Но так не должны, уважаемые братья и сестры. Мы должны уверенно знать, что Всевышний Аллах, Он живой, Он видит нас, Он слышит нас. Как мы обращаем к какому-то хакиму, зная, что он как-то поможет, у него под владение какие-то распоряжения. Вот так же уверенно мы должны обращаться ко Всевышнему Аллаху, обращаться к живому, обращаться к тому, которому дает и берет. Вот в таком уверенности мы должны обращаться, уважаемые братья. Если мы не будем знать цену Всевышнего Аллаха, Его величие, какой Он, конечно, мы не будем бояться Его. Егошние запреты нам не будет, на Него не будем мы обращать внимание. Но опять-таки, уважаемые братья и сестры, от того, что мы не будем обращать на это внимание, от того, что мы сейчас уши закроем, скажем, мы не слышали это, погрузимся в землю, от того, что мы так будем, все равно Аллаху Та'ала, то, что возложил на нас, за это Он спросит. То, что Он запретил, если мы сделали, об этом спросит, хоть ты куда бы ты ни пошел. Поэтому самый умный человек, он будет искать выгоду. Выгода это как? Можно ли разумным человеком сказать, всю жизнь тратить на этом мире для того, чтобы построить какой-то дом или же какую-то машину, и когда уходит из этого мира, оставив все? Конечно же, он неразумный. Разумный человек, кто-нибудь может отвергать Коран? Нет, конечно. В Коране же Аллах говорит, я создал рай и ад. И говорит Аллах, как его надо зарабатывать, ад и рай. Значит, человек разумный, он должен чем-то жертвовать, чтобы получить это. Вот посмотрите, люди, сколько жертвуют они для того, чтобы получить этот мир. Они и здоровьем жертвуют, они и ругают, они и деньги тратят, чтобы получить этот мир. Они всем жертвуют. Даже я же говорю, за клочок земли человек готов убивать другого. То есть за этот мир мы готовы все отдавать. А вместе с этим, ты же человек, который говоришь, я верю в Аллаха, верю в судный день, верю в рай, ад. Почему же ты ради этого не готов отдавать хотя бы несколько определенные усилия для того, чтобы получить это? Поэтому, уважаемые братья, Аллах Та'ала говорит в своем священном Коране: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Инна Аллаха я'мурукум ан ту'аддул аманат иля ахлиха, садак Аллахул азим». Аллах Та'ала говорит, это два смысла я скажу. Первый смысл, это когда какой-то человек тебе дает какую-то вещь на хранение, или же ты нуждаешься, у тебя нету, а у другого человека, например, два есть, он один тебе дает, чтобы ты пользовался этим, чтобы ты исполнил этим какие-то нужды свои. И Аллах Та'ала говорит, если вам дает какое-то на хранение или вам дает на временное пользование, вы их как вам дали, для чего дали, вот так исполняйте, говорит. Сохраните его, не портите его, вот так же верните обратно. Поэтому сейчас переходим по отношению ко Всевышнему Аллаху. Аллаху Та'ала, уважаемые братья и сестры, нам дал аманат. Что? Руки, ноги, глаза, уши, дети, жена, богатство. Все же Аллаху Та'ала дает. Никто же не заказывает в животе матери для себя глаза или же уши. Если заказывали бы так, почему же выходят слепые, хромые, двухголовые и так далее? Разные же люди выходят. Разве они хотели бы, чтобы они такими были? Конечно же не хотели бы. А оттуда что мы узнаем? Оттуда узнаем, что кто-то есть, который хочет, чтобы именно вот это вот так было. Значит, понимаем, что у нас нету такого выбора сказать что-то делать. Это Аллаху Та'ала дал.
глаза, руки, ноги, уши, все, что нас окружает. Хорошо, ты можешь портить то, что твое. А посмотри, глаза, уши твои, нет, не твои. Твое тело, это твое, нет, не твое. Если твое было бы, почему Аллах Та'ала говорит, «Инни харрамту зульма аля нафси». Я себе запретил зульму делать. То есть Аллах говорит, я никому зульму не делаю. И также говорит, между вами тоже я сделал это харамом. Не делайте зульму друг другу. Аллах Та'ала запретил зульму делать самому себе тоже. А почему Аллах запретил, если она собственность моя, я что хочу могу делать? Значит, это тело не мое. Это глаза, уши не мои. Эти люди, эти не мои. Это Всевышнего Аллаха. Это дается на аманат, на исполнение для определенной вещи. Поэтому жена – это не собственность. Дети – это не собственность. Глаза – это не собственность. Твоя работа определенная – это не твоя собственность. Это Аллах Та'ала дал глаза, чтобы они тебе нужны, говорит. Я тебе даю, чтобы ты друг друга видел. Язык дал, чтобы ты друг другом общался. Вот для таких исполнений нужд Аллах Та'ала дал. И Аллах говорит, вот так, как я к тебе дал чистыми, вот так ты ко мне их верни. Если не будешь, я буду наказывать, говорит Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'ала. Поэтому, уважаемые братья и сестры, запреты Аллаха очень много запретов. Но все перечислять невозможно. Один вещь запомните, запрет это исходит от Всевышнего Аллаха. Не смотрите грех, большой или маленький, не смотрите. Смотрите, кого ослушиваетесь. Ослушивайте Всевышнего Аллаха. Особенно я хочу сейчас здесь подчеркнуть, уважаемые братья, один из ученых говорил, мне, любимые, идти на тот свет тысячами грехами между мной и Всевышним Аллахом. Если у меня будут грехи между мной и Всевышним Аллахом, мне это легче, говорит, идти, чем одним грехом пойти между мной и человеком. Между мной и человеком, чем один грех, тысячами грехами между мной и Аллахом идти лучше, говорит мне. Почему? Потому что я знаю, что если я искренне покаюсь, Аллах щедрый, Аллах прощающий. А я не знаю, говорит этот человек, который один грех по отношению к ему сделал. Я не знаю, один зулм, который я ему если сделал, будто словом, или у него что-то я украл, может это до такой степени жадный человек будет говорить, что у меня все хорошие поступки возьмет, только тогда он доволен будет. Поэтому говорит, мне любимые, так идти, чем это. Поэтому, уважаемые братья, зулму, притеснение, оскорбление другого человека, это является из больших грехов. Остерегаться надо от этого. Все, что мы сделали, вдруг перейдет к этому человеку. Это очень опасно. Мы будем в убытке, уважаемые братья. Дай Аллах нам понимать Всевышнего Аллаха и следовать этому. Вассаламу алейкум ва рахматуллах. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله اشتسى محمد پیغمبر قرآن كتاب حق محمد رسول الله والله تقول سيكد يسانر أمة تدبرك محمد رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله عباد الله قد يس رسول الله آخر اسكومك يا محمد رسول الله الله عبادات برسول الصلوات بكس بركات محمد رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Важнейшей сунной нашего пророка, алейхиссалату вассалам, является женитьба, брак. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, написано: «Вы женитесь и размножайтесь. Я буду гордиться и радоваться в судный день количеством мусульман». Важнейшим атрибутом, который предшествует этому явлению, этому действию, является никях. Для того, чтобы нам рассказали о никяхе, сюда приехал заместитель имама центральной джума мечети города Махачкалы Мухаммад Хаджи из Сивуха. Пожалуйста. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'ду, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. До того, как вступить в свою основную тему, хочется сказать о том баракате и о том человеке, который стали мы сегодня причиной сюда собраться, а именно Мухаммаду Лярги. Некоторые люди, у которых чуть-чуть разум не хватает, отрицают баракат таких людей. А разве не баракат, что мы сегодня здесь собрались именем этого человека? И не только в жизни, а и после их ухода с этого мира, даже вот такой баракат эти люди нам оставляют. И дай Аллах, чтобы мы любили таких людей, то есть авлияов, машайхов, которые, которым их знаниями, их созерцаниями освещаются наши сердца. Сейчас и еще до своей темы хочу сказать, что когда говорят о женитьбе, сразу представляют, а каждый человек представляет свое, но мне бы хотелось, чтобы каждый человек, когда он намеревается создать семью, молодой парень или молодая девушка, чтобы они делали искреннее намерение ради Аллаха. А если такого намерения не будет, у них бараката будет, но мало будет. А если у них искреннего намерения будет, тогда, конечно, бараката больше будет. И в наше время не то, что молодой парень, когда женится, его мать или его отец выбирают за самого парня. Я думаю, это неправильно будет. Почему? Потому что не отец парня и не мать парня жениха женятся, а он женится, он пускай выбирает. И еще как-то вот бывают слухи, как молодой парень хочет сыграть свадьбу мавлидом и строго по нормам шариата. И обиднее бывает, когда родители противятся этому, и они свое хотят. И здесь тоже хочется сказать, здесь тоже пускай желание молодых, пускай будет первым, пускай их желания исполняют, если они соответствуют нормам ислама. И когда мать жениха или мать своего сына выбирает себе вот, невесту, пускай она выбирает мать своих внуков и внучек и жену своему сыну, а не для себя невесту. Много ошибок бывает наших матерей, когда они начинают выбирать себе невесту, то есть несмотря на желание или хотение самого сына или самой дочери. Вот здесь тоже чуть-чуть надо будет подумать. И что говорит Всевышний Аллах в Коране и в хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и высказываний имамов. В Коране Всевышний Аллах говорит следующее: Бисмиллахир рахманир рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Аллаху Та'аля говорит нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляма: я, говорит Всевышний Аллах, отправлял до тебя моих посланников, пророков, и я для них сделал жен и семей. Вот здесь Аллах Та'аля говорит о том, что все пророки были женатыми, и у них были семьи, и они
переживали за своих семей и ухаживали, то есть давали им, расходовали, были опекунами, то есть отцами и дедушками. И говорится, что Всевышний Аллах не упомянул имя ни одного пророка, только которые они были женатыми. И это тоже Аллах Та'ала дает нам как знак почтения из всех пророков, которые их имена написаны в Коране. И что Яхья, алейхиссалату вассалям, он тоже говорит, взял себе жену, но не приблизился, поскольку он был старцем, и он сказал, что я хочу быть женатым, чтобы встретить с Всевышним Аллахом, что будучи женатым. И мы знаем, Иса, алейхиссалату вассалям, когда он спустится на землю, он тоже поженится здесь, на земле, и у него будут дети. И Всевышний Аллах восхваляет своих любимцев, авлияов, тем, что они делают следующий дуа. Бисмиллахир рахманир рахим. Восхваляя авлияов, Аллах Та'ала говорит: «Валладина якулуна раббана хаблана мин азваджина ва зурриятина ва куррату а'юнин». То есть эти люди, которые говорят следующее: «О Аллах, о наш Господь, даруй нам жен и наших детей, которые радовали бы нас». То есть наши жены, наши дети, они должны стать как бы радостью для нас, а не скорбью и не печалью, и каких-то проблем в этом не должно быть, поскольку создание семьи – это радость. В хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говорится, что молодой человек, когда намеревается создать семью, пускай он посмотрит на 4 качества будущей своей жены. И вот здесь есть и намек тем молодым девушкам или женщинам, которые еще не были в браке, чтобы они тоже старались приобретать в себе именно эти качества. Пророк, алейхиссалям, говорит: «Тункахуль мар'ату ли арба'ин». Девушку или женщину берут в жены из-за 4 ее качеств. Лималиха, из-за ее имущества. То есть некоторые из мужчин могут взять себе в жены жену из-за ее богатства. Такое тоже может быть. Ва ли джамалиха. Пророк, алейхиссалям, говорит: из-за ее красоты, что Аллах Та'ала ее одарил, из-за этого тоже может молодой человек или мужчина взять себе в жены. Ва ли насабиха. Из-за ее родословия, которая она из почетного рода, тоже может человек взять себе жену. И 4, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ва лидиниха». Из-за ее религиозности тоже берут в жены. И подчеркивая последнее, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Фадфар бизати дини тарибат ядак». Ты, говорит, приобретай себе, то есть бери себе в жены религиозную, ты всегда будешь говорить баракате. То есть здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не отрицает, как бы не отвергает молодых парней от предыдущих 3 качеств. Пускай она будет богатой, пускай она будет красивой, пускай она будет из хорошей родословной, и пускай эти все 3 качества как бы украшаются этой религиозностью. Мы знаем, что богатство, если кто-то женился из-за богатства, это богатство может какой-то день не стать тоже. То есть наступает кризис, и это уходит, это богатство. И красота тоже может в молодости была, но в старости лет мы же знаем, старость годы свою берут, и той красоты может не стать тоже. А религиозность, которая есть у нее в сердце, иман, богобоязненность, нравственная воспитанность, и которую она будет воспитывать этой религиозностью свою семью, своих сыновей, дочерей, и как она будет ухаживать за своим мужем, вот это как раз таки пророк, алейхиссалям, имел в виду. А если уж она богата, красива и религиозна, это уже получается, как она со всех сторон, она наидостойная, чтобы ее брали в жены. И далее, что пророк, алейхиссалям, говорит, это было, предыдущий хадис был и для
молодых парней и для девушек. Молодые парни пускай рассматривают эти качества, и девушки тоже пускай стараются именно быть таковыми, имеется в виду религиозными, чтобы эта религиозность их украшала во все состояния их жизни. Пророк алейхиссалям говорит: «Ан-никаху суннати, ман ахабба фитрати фалястанна би суннати». Жениться, создавать семью – это мой путь, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, и кто хочет следовать моему пути, пускай женится, говорит. То есть создание семьи – это прямой путь пророка, посланника, который он для нас оставил, и ради этого и следует нам сегодня создавать семьи. В другом хадисе пророк алейхиссалям говорит: «Танакаху ва такаthару, фа инни убахи бикумул умама яумал кияма хатта биссирти». Вы женитесь, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то есть создавайте семьи и приумножайтесь, то есть пускай у вас будут семьи, как мы сегодня говорим, многодетные семьи пускай будут. Вы размножайтесь, говорит, воистину судный день я буду гордиться вашей многочисленностью среди всех умматов, даже выкидышем я буду как бы горд за свою умму. Ибн Аббас, он говорит, что «Ла ятимму нусуку насикин хатта ятазаввадж». В наше время много молодых парней, которые соблюдают религию, также и много молодых девушек или женщин религиозных, у них, говорит, полноценным ибадатом не будет их ибадат, пока они, молодой парень не будет женатым и молодая девушка не будет замужем. Потому что полноценность ибадата заключается в успокоении души. Когда человек спокоен душою, у него плохих мыслей мало, и он окружен всем дозволенными мыслями Всевышнего Аллаха, у него тогда и получается тот нужный нам ибадат, который Аллах Та'ала воздает нам в полной мере. Ибн Мас'уд, тоже великий сподвижник, он говорит: если я узнаю, что у меня, то есть для меня в этой жизни остались только 10 дней жизни, то есть через 10 дней он умрет, я бы сказал, чтобы они поженили меня, чтобы я встретил Всевышнего Аллаха, будучи женатым. И Ибн Мааз ибн Джабаль, радиаллаху анху, у него, говорит, в один день умерли, говорит, 2 жены из-за болезни, которая охватила в то время Саудовскую Аравию. У него, говорит, один день 2 жены умерли, и он сам был болен этой болезнью. И он, говорит, сказал: жените меня, говорит. Человек, который потерял 2 жен, на завтра, говорит, жените, говорит, меня. А сегодня, как раз вчера ко мне в кабинет пришел лет 30-35 молодой человек, у которого жена умерла, и оказывается целый год он не может жениться из-за того, что его со стороны могут упрекнуть. Мы даже для жены, которая потеряла мужа, только есть 4 месяца, 10 дней, которые она не может выйти замуж. А для мужа таких границ нету, таких ограничений, чтобы он после как потерял жену, чтобы он не женился, такого нету. И даже если она была жива, он же имел право другую тоже брать. Кто у этого мужчины забирает право? Наши обычаи, наши так называемые необоснованные хабары нам же затрудняют нашу жизнь. Дай Аллаху Та'ала тауфик, чтобы все мы, в первую очередь, мужья соблюдали свои обязанности, права по отношению женщин, жен, и чтобы жены тоже не нарушали свои рамки, соблюдали свои права в полной мере, и чтобы наша умма, чтобы нами, нашей уммой, судный день, пророк, алейхиссалям, только радовался. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني
حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة رحمن الحمد لله الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام الطيب الأرداني أحمدهم في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان يا ربنا بالمصطفى العدناني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني اغفر ذنوبي ثم أصلح شاني صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة رحماني الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني هذا الغلام طيب الأرداني اللهم صل وسلم وبارك عليه الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته سعتي الشجر نطق الخجر شوق القمر بإشارته جبريل أتى وليلة أسرى والرب دعا لحضرته نال الشرف والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللهم صل وسلم وبارك عليه تكبير الله أكبر. Уважаемые братья и сестры, никому или ни для кого не секрет, что ислам пришел в Дагестан с юга, из южных районов. И ни для кого не секрет, что именно в Южном Дагестане стали забывать об исламе. Когда мы говорили об этом с покойным нашим братом Мухаммад Вакилем Султаном Магомедовым, который в свое время работал главным редактором на одном из исламских телевидений в городе Махачкале, он нас успокаивал. Он говорил, Южный Дагестан – это бриллиант, говорил он. Бриллиант, но покрытый пылью. От того, что пыль сядет на бриллиант, бриллиант испортится, он спрашивал. Нет, конечно, он говорил. Вот то сейчас происходит, мы потихоньку очищаем этот бриллиант, убираем пыль с этого бриллианта. Нам надо полностью вычистить от пыли этот бриллиант. И сейчас для того, чтобы рассказать о распространении ислама
в Дагестане приглашается алим, имам одной из мечетей города Махачкалы, уважаемый Сиражуддин Хаджи. Пожалуйста, вам слово. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد дорогие братья и сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дай Аллах, чтобы наш этот маджлис стал поводом для смывания тысячи и тысячи плохих маджлисов, плохих собраний, в которых мы сидели и грешили. Поздравляю всех от сердца с этими благословенными месяцами Раджаб, Шаабан и Рамазан. Пусть Всевышний Аллах даст нам тауфик, даст сил больше, чем в других месяцах поклоняться, в этих месяцах поститься, совершать побольше благих деяний. И, наверное, в течение такого маленького регламента я очень мало успею рассказать. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, дорогие братья и сестры, очень трудно было сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и таби'унам распространять ислам в Дагестане. Но, тем не менее, им это удалось. И мы что должны извлекать из этого? Что с такими потерями, отдавая свою душу за ислам в Дагестане, когда сподвижники так старались, мы не должны, конечно, об этом забывать. Сейчас, дорогие братья, на земле не так много мест, где религия сохранилась в таком чистом виде, как в Дагестане. Это не станет отрицать ни один беспристрастный мусульманин. И благодати такой, как здесь, не найти нигде. И с какой бы стороны ни посмотрели, нам есть чему радоваться. В ночь, когда Создатель отправил ангела Джабраиля, алейхиссалам, пригласить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, ми'радж, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел очень красивое и удивительное место на земле. Он спросил Джабраиля о нем, и Джабраиль, алейхиссалам, ему ответил: это Дагестан, райская земля. Кто совершит газават и станет шахидом на этой земле, получит воздаяние, равное награде 100 шахидов. Из слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижники узнали о том, что Дербент – благодатная земля. Когда они узнали, каково воздаяние за газават в нем, их сердца охватило стремление попасть туда. Удалые арабские храбрецы искренне вознамерились распространить ислам, оставив семью и детей ради Аллаха, они стали собираться в путь. В 40-е годы хиджры сподвижники под предводительством Салмана и Рабиа, радийаллаху анхума, это сподвижники в количестве 4000 отважных воинов приготовились выступить в Дербент. Сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с крепкой верой и в сердцах вышли в путь ради Всевышнего Аллаха. Эта армия львов была исполнена решимости пожертвовать жизнью на пути ислама. Так истинные муджахиды, следуя хадису, выбрали рай. Дорогие братья, кто требует, чтобы привели ссылку этому хаджи и так далее, эту ссылку приводить, они пускай сами посмотрят. Мы просто верим в этот хадис, и что это так на самом деле. То, что было сказано о Дагестане, что это райская земля. Так истинные муджахиды, следуя хадису, выбрали рай. Они заложили основы ислама в Дагестане. Халифом в то время был Муавия, радийаллаху анху. Правитель Дербента узнал о приближении арабов и приготовил свое войско к сражению с ними. В его войске было 300 000 человек против 4000, представьте. А Салман и Раби, радийаллаху анхума, прибыли с 4000. Увидев решительность и отвагу арабских воинов, царь Дербента хотел бежать. Но люди отговорили его. Боясь позора, он был вынужден остаться. Тем временем один из проклятых неверных неожиданно напал на араба, совершающего намаз, и убил его. Он отрубил ему голову и принес ее царю Хакану. И после этого началось сражение. В день, когда началась битва, храбрые молодцы убили 20 000 неверных. На следующий день от одного араба в страхе убегали 1000 неверных. Одни совершали намаз, другие сражались. И в этот день мусульмане, достигшие совершенства и уповающие на Аллаха, с его помощью перебили 30 000 неверных из войска Хакана. На третий день проклятые неверные сожгли лес, который служил укрытием для мусульман. Несмотря на трудности, арабы в этот день бились с ожесточением. На четвертый день неверные начали разбегаться.
Сам царь Хакан тоже бежал в сторону моря. Он нашел себе убежище в море и обосновался там, спасая свою жизнь. Воины, в отличие от царя, не пали духом и собрались вновь. И снова арабы взялись за оружие и разгромили неверных, число которых составляло 90 000 человек. Так написано в книгах, дорогие братья, в истории. В этот день пали шахидами Салман и Раби' радийаллаху анхума. Одновременно были подрублены 2 опоры шариата, и ангелы, перехватывая друг у друга, понесли их чистые души на барзах. Услышав о смерти Салмана и Раби'a, Хакан без угрызений совести вернулся в Дербент. Оставив 3000 надежных воинов охранять Дербент, сам он направился в сторону Анжи, ныне Махачкалы. В это время страну охватил сильный голод, прекратились дожди, высохли поля и огороды. Тогда жители обратились к священнику и спросили, нет ли спасения для них, чтобы пошли дожди и взошли посевы. Поп ответил им, что для этого, согласно Евангелию, необходимо похоронить мусульман, о которых сказано в этой книге. До сих пор тела Салмана и Раби'a радийаллаху анхума не были отданы мусульманам. Поп велел отдать их, и Хакан, испугавшись еще больших бед, отдал тела Салмана и Раби'a мусульманам для предания их земле. И после этого, естественно, и пошли дожди, и взошли посевы. В 64 году хиджри Дербент все еще был в руках неверных. Халиф Валид из-за этого лишился сна и покоя. Он решил послать туда муслима и отправил к нему сподвижника по имени Асад. Тайное поручение халифа Асад срочно доставил муслиму, и тот взялся исполнить его, сказал, что готов отдать жизнь ради ислама. Теперь мы пропустим некоторые моменты. В 115 году хиджри войскам из Шама снова пришлось идти в Дагестан. 24 000 воинов во главе с Абу Муслимом ибн Абду-Маликом выступили в Дербент. Наведя там порядок, без большого, как прежде, кровопролития, Абу Муслим вернулся домой. А в 200 году по хиджре табиинам снова пришлось взяться за оружие. На этот раз собрать войско с воодушевлением взялся Абу Муслим, сын Абдуррахмана. Взял с собой 5 человек из потомков Хамзата и Аббаса, радийаллаху анхума. Как вы знаете, это дяди пророка, алейхиссалату вассалам. Достойные потомки храбрых предков были рядом с Абу Муслимом, став его правой рукой. И вот, дорогие братья, как раз таки Абу Муслим, он и стал распространителем ислама и на равнинной части Дагестана, и в горном Дагестане. Как мы знаем, его зиярат находится в Хунзахе. Многие туда и делают зиярат. Пусть же Всевышний Аллах возвеличит, дорогие братья, воздаяние этих славных воинов Аллаха, этих сподвижников, табиунов, которые так старались для того, чтобы к нам принести ислам. Дай Аллах нам тауфик, дорогие братья и сестры, чтобы соблюдать тот шариат, с которым они к нам пришли. Дай Аллах, чтобы мы все собрались вот так в раю Фирдаус. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أودني يطلع كناشا قهل جدا قمرا ريقي أقد من الله لا إله إلا الله بريد شركك في البيت إميا وجه خيد بلد مجو جنة قيمت لا إله إلا الله رسول الله دين قرآن كآية جزا ميقان بريد الدير درمان لا إله إلا الله وقود البات الإيمان شيقلا والشيطان أدد كنت ميدان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جنة منزل خوي صور سوال قيزل خوي شيطان إبليس في الكوي لا إله إلا الله
Adnanim senin khura Devlet karşı mir para Cehennem rikay çara La ilahe illallah Cünni verir qida Devlet arni çekida Zikir aya verida La ilahe illallah Çün musurmal millet ya Muhammeden ümmet ya Şirkul keke devlet ya La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah İskarari vagat mir Düzre qiyayat mir Zikir aya galat mir La ilahe illallah Vad kamaya har yuquz İslam din qamir ucuz Gerekli mahşer din quz La ilahe illallah Şakavat Allah tikya Kıyamet gülçek ya Sirat mıqbel gerek ya La ilahe illallah Mezavırta çara Ceda çünüzü qara Yaldaş yamici sura La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Gihin dünya tarta koy Hacalat din parta koy Sadani rig tarta koy La ilahe illallah Cehennemrin tuvay kuz Tu khuday val cennet Ezbera yuqaz yefiz La ilahe illallah Ezbera varta ikhlas Rikalay alat da pas Yavaş teji har sakas La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Takun cimrin tay Cennet rikay qaçupay Malaik ricedatay La ilahe illallah Zikir avurtayqa Ceda mümin riyuqva Firdavsta yağçıka La ilahe illallah Rizkeli şehadet Mahkema ya ibadet Qabul zina sihat La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allahümme salli ve sallim ve barik aleyh. Баракаллах хазарцам. Это были мутаалимы из Хазара, мадраса Хазар, который находится рядом с Дербентом, с Дербентского района. Это учебное заведение исламское, где созданы прекраснейшие условия для учебы и проживания, бесплатное питание, воспитатели, прекрасно организованная работа, учебная воспитательная работа. Пожалуйста, отправляйте своих детей для учебы в медресе Хазар. Уважаемые братья и сестры, Буниял ислам аля хамсин. Ислам опирается на 5 столпах. И один из этих 5 столпов – это хадж. Вы знаете, на что я обратил внимание, будучи на хадже? На то, что дагестанцев, которые совершают хадж, можно увидеть, узнать издалека. Чем же они отличаются? Тем, что они совершают хадж, как написано в книгах. Точь-в-точь, как написано, как должно совершаться. Дагестанца, который намаз делает возле Каабы, можно узнать издалека, своей смиренностью, порядком. Почему? Потому что у нас в Дагестане есть алимы, которые говорят о хадже. У нас есть алимы, которые пишут книги о хадже, объясняют, что это такое. Вот наше преимущество, баракалла им. Вот наше отличие нашего Дагестана от других регионов. Поэтому сегодня, для того, чтобы поговорить о хадже, я приглашаю имама Дербентской карьерной мечети Курбана Хаджи Рамазанова. Пожалуйста.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры мусульмане. В первую очередь я хотел поздравить весь джамаат, присутствующий на этом благочестивом маджлисе, с наступившим месяцем Раджаб. Дай Аллах, чтобы Аллах сделал его благочестивым и очистил нас от всех недостатков, которые были преследующие нас в период нашей жизни. И чтобы после прохождения этих святых, благочестивых месяцев Раджаб, Шаабан, Рамазан, чтобы мы были более достойными перед Всевышним Аллахом и чтобы были из истинных мусульман. Говоря о хаджи, мы, альхамдуллях, знаем, что это является обязанностью каждого мусульманина, пятым столпом ислама. Веление Аллаха, в котором в Коране Аллах Субхану Тааля говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, валиллахи алян наси хиджуль байти ман истата'a илейхи сабиля, ва ман кафара фа инна Аллаха ганиюн анил аламин». Поистине, обязанность перед Аллахом лежит на рабов его, людей, над нами обязанность перед Всевышним Аллахом исполнение хаджа. Но тот же, кто отвернется, не уверовал, поистине Аллаху Тааля не нуждается в нем. Аллах сделал это благим даром для нас с вами, для верующих людей. Даром это является от Всевышнего Аллаха, так как Абу Хурайра рассказывает изучение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором пророк, побуждая нас, говорил: «Ман хаджа фалам ярфус валам яфсук раджа каяуми валадатху умму». Когда человек прожил 40, 50, 60, 70 лет, и в это время период своей жизни успел совершить и благое, и плохое, как одежда, которую носим мы, купив его, она бывает чистая, потом в процессе нашей жизни мы как-то ее все равно пачкаем. Хотим мы этого или нет, она пачкается. Вот так же наша душа, рух наш иман, она чувствует. Аллах сделал этот дар, хадж сделал, как подобно очищение этой одежды водою, как кухонный нож, который мы часто точим его от того, что она перестает резать. Вот точно так же Аллах сделал даром этот хадж человеку, который прожил определенный период жизни, совершит, кто его, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, благочестивым образом, не совершив грех в процессе хаджа, Аллаху Тааля очистит его от грехов, подобно младенцу, который появился на свет. Вот это является даром Аллаха. Мы же должны понять, молодым из нас, которые имеют состояние, разъезжают на роскошных машинах, мы строим благоприятные жилища для себя. Это все, альхамдуллях, тоже является причиной нашего благополучия в этом мире. Но мы же должны задуматься, уважаемые братья и сестры, о нашем благополучии в ахирате. Мы должны постараться выделить из этих средств Аллаху Тааля, который даровал нам, для того, чтобы исполнить это пятый столб ислама, чтобы оказаться из истинных мусульман. Мы должны понять основную вещь, что Аллах возложил совершение хаджа на мусульман, которые в состоянии совершить его финансово, материальным образом и физически, своим здоровьем. Я подчеркиваю, человек, который говорит «Ашхаду ан ля иляха илляллаху, ашхаду анна Мухаммада Расулуллах», если имеет средства для исполнения этого хаджа, поехать и приехать, то на нем становится обязательностью это исполнение. Если до этого, пока у него не было средств, на него не лежал этот долг, обязанность перед Всевышним Аллахом, то когда у него находится эта сумма, тогда он становится обязан совершить его, не исполнив которые в последующем, если даже в жизни у него не окажется средств, он станет из тех людей, которые согрешили перед Всевышним Аллахом. Поймите, у каждого, у кого из нас было средство совершить хадж, например, сегодня, это от 100 до 120 тысяч рублей. Если у кого-то есть из нас эти средства, и мы не исполняем это хадж, то мы должны понять, что мы станем перед Аллахом из грешников людей. Посланник Аллаха также сказал: кто, имея возможность, не исполнил хадж, пусть станет, говорит, в судный день среди иудеев и христиан. Пусть не будет, говорит он, среди рядов мусульман.
Понимаете, вот это небрежное отношение, это ошибка наших сегодняшних братьев и сестер мусульман, когда, имея средства, не исполняют хадж. Надеясь на кого-то благотворительность, ждут, что у него жребий попадет ему. Это ошибка, братья мусульмане. Также я хочу подчеркнуть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, побуждая к нас к хаджу, Абу Хурайра рассказывает также и говорит, однажды к нему подошел человек и спросил: «Я Расулуллах, какое из деяний является самым благочестивым перед Всевышним Аллахом?» На что пророк ответил: «Иману билляхи ва расули», вера во Всевышнего Аллаха и его посланника, так как только верующим людям зачтется все его благие деяния в ахирате. Его неверие станет преградой перед всеми этими дарами Всевышнего Аллаха в ахирате, он не получит воздаяние за его благие деяния. То есть пророк подчеркнул вера во Всевышнего Аллаха и его посланника. Затем, какой поступок является благочестивым, спросили у пророка, саллаллаху, на что он ответил: «Аль-джихаду фи сабилиллях», усердие на пути Аллаха. Усердие имеется в виду во все времена, во всех положениях есть своя форма усердия. В данный момент усердие на поклонение Всевышнего Аллаха, для возвеличивания слова Всевышнего Аллаха, для возвеличения религии, изучать его и соблюдать, и доводить его до незнающих людей. Затем, когда спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, какой является благочестивый поступок в последующем, он сказал: «Аль-хаджу мабрур», благочестивый хадж. И я хотел еще сделать такой толчок, намек нашим взрослым людям, нашим дедушкам и бабушкам, которые ближе к своему старости начинают откладывать средства. Начинают они беречь свою пенсию для того, чтобы, когда я умру, сынок говорит, исполни мои эти садака, остальные моменты нормальным образом. Я хочу, чтобы это было из моего халала, я хочу, чтобы вот те средства, которые я оставил за себя или оставил, чтобы вы использовали его на мои похороны. Вы поймите, уважаемые бабушки, матеря, дедушки, отцы, вы поймите, что тот человек, который сделал свой амал, благочестивый поступок, он уже себе сделал это. И у него его никто не отнимет. То, что ты оставил, непонятно, дойдет до тебя или нет. То есть, к чему я говорю? Вашу пенсию, которую вы копите, вы должны собрать и сделать это решающий шаг в вашей жизни. Столько лет прожили. Исполнить свой долг перед Всевышним Аллахом, дабы очиститься от всех грехов, которые мы успели сделать в своей жизни. Это же дар Аллаха. Это подобно амнистию приговоренному. Поэтому ваши деньги, чем вы будете откладывать на ваши похороны, вам перед Аллахом воздаться больше, если вы исполните хадж, пока есть у вас здоровье. Но если же здоровье покинуло вас, вы не можете это совершить. Как подобно, одна женщина подошла к пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, и спрашивает: «Я Расулуллах, у меня есть отец. Когда хадж стал обязательным, то есть, когда это фарз стало, это застигло моего отца уже в зрелом возрасте. Он не может переносить дорогу. Как же ему быть? Могу ли я совершить вместо него?» спрашивает эта женщина посланника Аллаха. На что посланник Аллаха говорит: «Нам, да», говорит, исполни за него этот хадж. Я к чему побуждаю взрослых женщин и наших отцов и матерей? Вот те деньги, которые вы копите, вы лучше отдайте, если вы понимаете, что для вас благо, отдайте это и отправьте вместо себя в хадж, если вы не в состоянии совершить его сами. Но если пока есть здоровье, исполните этот долг перед Всевышним Аллахом. И иншаллах вы не пожалеете. Это воздастся вам благом в ахирате. Это будет спасение, билет спасения ваше. Это будет допуском ваш в рай, иншаллах. Также другой человек, Лакит ибн Амир, подходит к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит то же самое: «У меня был отец, есть отец, взрослый человек, который он уже не может переносить дорогу, не может он ходить, болеет. Но хадж является обязанностью. Как же мне быть? Поступить ли, то есть совершить ли мне за него хадж?» На что посланник Аллаха говорит: «Худжа анабика ва'тамир». Ты соверши свой хадж за своего отца и соверши за него умра тоже, малое паломничество. И это является то, что следующее хочу я подчеркнуть. Для тех, кто исполнили хадж, кто совершили свой хадж, исполнили свой долг перед Всевышним Аллахом, я побуждаю, и это побуждение
посланник Аллаха призыв, саллаллаху алейхи вассаляма, который говорит, мы забываем о умра. Мы стараемся в Дагестане, больше говорят о хаджи, стараются именно в сезон хаджа. Стараемся даже, не могут ехать туда те, кто не были еще в хаджи, из-за того, что некоторые люди едут 10-20 раз. Забывая о умра, о котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит от Ибн Аббаса, да будет доволен Всевышний над ним. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, «Умрату фи Рамадан та'адилу хаджатан, ау хаджатан ма'i». Умра, малый хадж совершенный во время месяца Рамазан, она приравнивается к обязательному хаджу, саваб его. Долг не снимается. Но он, саваб, его воздаяние приравнивается как совершение хаджа во время месяца, обязательное время. Обязательным хаджем приравнивается его саваб. Ау хаджатан ма'i, посланник Аллаха еще подчеркивает, это подобно будет, как будто ты совершил хадж вместе со мной, находясь с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, подобно мы были как будто в хаджи. Поэтому понимающие люди стремятся в этот месяц попасть туда, и этих людей бывает немало там, как подобно в большие хаджи. Настолько много бывает. Это то, что мы сегодня чуть-чуть оставляем, забываем об этом. Наши блага, наши средства, которые мы копим, собираем на определенные благополучия, не сравнятся с расходами, которые мы сделаем на пути Аллаха, исполняя свой долг перед Всевышним Аллахом, совершая хадж. Да пусть Аллах Та'аля воспримет все хаджи, которые были исполнены нашими братьями и сестрами, и чтобы это было причиной толчка для других, чтобы совершали они свои обязательства перед Всевышним Аллахом. И чтобы те, которые сегодня в сердце появилась мысль, эта искорка, чтобы она воспламенилась, она подобно пламени, и чтобы это не дало им покоя, пока они умрут, чтобы они сделали за себя хадж. Так как если человек не сделает это хадж, когда стало ему обязательным наличие средствами, то после его ухода из этого мира, вот из этого имущества, его выделяют для исполнения его долга перед Всевышним Аллахом. Сделайте же это сами своим телом, посетив те места, которые посетил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах будет доволен, и Аллах, нами всеми, чтобы Аллах Та'аля принял наш этот маджлис, чтобы этот маджлис послужил для нас увеличение имана и прощение грехов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху Аллах я Рахман, Аллаху Аллах я Рахим, Аллаху Аллах я Рахман, Аллаху Аллах я Рахим, Аллаху Аллах я Аллах, Аллаху Аллах я Рахим, Аллаху Аллах я Рахман, Аллаху Аллах я Рахим. Бисмиллахи Рахман Аллах, Ахирати Рахим Allah, Salat Salam Rasul Allah, Chan Al Ashab Wardiz Allah. Iman Islam Ihsan Sunnat, Abnu Ummatiz Amanat, Hamar Khanay Aman Minnat, Abin Ghafub Rahman Allah. Allahu Allah ya Rahman, Allahu Allah ya Rahim, Allahu Allah ya Rahman, Allahu Allah ya Rahim. Iman Allah din, qadugan malaikarin, kitabarin rasularin, qiyamat rahaqbu Allah, qadarin urjubna kharjib, وسر الله دي كان ويب أمرار يركب تصدق ودين وظيفة الله. الله الله يا رحمن، الله يا رحيم، الله الله يا رحمن، الله الله يا رحيم. عمل يبسز دي ميزان، سؤال خيدي خلقاري كان، جنة تزنا جهنم ديز durarha Rahman Allah. Munkarna kirmala ikdin, sualha si azab niqdin, şefaata peygamber din, kevser bula hak bu Allah. Allahu Allah ya Rahman, Allahu Allah ya Rahim, Allahu Allah ya Rahman, Allahu Allah ya Rahim.
Аллаху Аллах я Рахман, Аллаху Аллах я Рахим, Аллаху Аллах я Рахман, Аллаху Аллах я Рахим. Аллахумма салли ва саллим. Лучший из вас тот, кто читает Коран и обучает ему других. Так написано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам. Чтобы рассказать о Коране и правилах его чтения, мы приглашаем редактора газеты «Ассалам» Ибрагима Хаджи. Пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые братья и сестры, ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Как говорится в поговорке, речь царей является царью всех речей. Что же может быть выше речи Всевышнего Аллаха? Что может быть величественнее калама Всевышнего Аллаха? Священный Коран, который является каламом Всевышнего Аллаха, был, есть и будет чудом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые ученые будут делать научные открытия и находить эти открытия в священном Коране до судного дня. И о чтении священного Корана сам Всевышний Аллах в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим, ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана. Смысл которого Всевышний Аллах говорит: когда верующим читают Коран, у них увеличивается вера. Но нужно читать священный Коран, чтобы это увеличивало веру. Чтобы укрепляло веру, необходимо читать ее с адабом. Необходимо читать ее правильно, без ошибок. И именно указывая на то, что необходимо читать правильно, Всевышний Аллах в священном Коране подчеркивая говорит: бисмиллахи рахмани рахим, вараттилил Корана тартиля. Смысл которого Всевышний Аллах говорит: читайте Коран с тартилем. Что такое тартиль? В Тавсире Табари слово тартиль дается толкование, чтобы читали, имеется в виду читать правильно, произнося, выделяя каждую из букв. То есть читая с махраджем. А у нас как получается? Изучаем просто алфавит, арабский алфавит, и начинаем читать Коран, не соблюдая правила его чтения, адабы. Читаем, грубо говоря, дагестанским языком. И именно предостерегая от этого чтения, в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Рубба талин лил Кур'ани вал Кур'ану ял'ануху». Сколько, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читают Коран люди, а Коран их проклинает. Почему проклинает? Потому что читают они Коран, не соблюдая адаб, не соблюдая шуруты, читают как попало, без махраджа, с ошибками. И получается так, что человек читает Коран в надежде получить саваб от Аллаха, а получается, что Коран напротив его проклинает. Элементарный пример возьмем. Слово «кальбун» это переводится как «сердце». Человек, не обращая внимания, бывает, что вместо «кафа» произносит «каф» и говорит «кальбун». Автоматически совсем меняется смысл. Почему? Потому что «кальбун» это сердце. Но если на место «каф» прочитать «каф» и сказать «кальбун», получится «собака». Понимаете? И именно, когда человек не обращает на это внимания и читает, как попало Коран, получается, что Коран его проклинает. Поэтому очень важно, когда мы читаем Коран, читать его с адабами, соблюдая правила его чтения и также, конечно же, читая с махраджем без ошибок. Более того, изучать махрадж, изучать правильное произношение букв является обязанностью каждого. Почему? Потому что каждый мусульманин обязан совершать намаз. В намазе же есть сура Аль-Фатиха, сура священного Корана. В намазе есть ат-тахият. Если мы будем читать Аль-Хам, суру Фатиха или ат-тахияту с ошибками, то наш намаз не считается действительным. Намаз это, в хадисе пророка говорится: ас-салату имадуддин, намаз это опора религии. Первое, когда человек умирает, спрос бывает с человека с намаза.
как он совершал намаз, как он подходил к намазу, совершал ли он его. Первое, что спрашивает, это намаз. Но что получится, если человек совершает намаз, но этот намаз у него не засчитывается? Почему? Потому что он относился халатно к махраджу. Чтобы так у нас вот эта ошибка не получилась, чтобы у нас намаз считался действительным, а действительность намаза – это довольство Всевышнего Аллаха. Чтобы Аллаху Та'аля нами был доволен, давайте с сегодняшнего же дня начнем изучать махрадж. А для того, чтобы изучать махрадж, сегодня нет никаких проблем. Вот прекрасная мечеть построена, приходите к имаму, он вас научит. И здесь еще поступил один вопрос. Если на руке татуировка, и получается ли намаз, ураза, хадж, и можно ли его убрать? Относительно татуировки в шариате есть такое заключение. Если человек нанес себе на руку или на тело татуировку, в общем, татуировку, если он нанес, то если он знал о ее запретности, знал, что это харам, и все-таки ни на что не смотря нанес эту татуировку, то в любом случае, как бы ни было, ему обязуется эту татуировку снять. И если эта татуировка будет на тех органах тела, где совершается омовение, то у него намаз тоже не считается действительным. Это во-первых. Во-вторых, относительно того, кто не знал о ее запретности, нанес эту татуировку, а потом уже узнал, что, оказывается, было запрещено. В таком случае, если снятие этой татуировки наносит вред его руке или то есть его телу, такой вред, после чего ему нельзя будет на нее наносить воду, ему необходимо будет делать таяммум землей, то есть если такой вред наносится, то ему афу делается, прощается, и намазы будут у него считаться действительными. Если же такого вреда не получается коже, то ему тоже обязательно обязуется снять эту татуировку. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие братья, жители Ярага, гости, ассаламу алейкум, братья и сестры. Поздравляю вас в первую очередь с месяцем Раджаб, месяцем Аллаха Субхану ва Та'аля. Поздравляем вас с этим днем, великим днем великого шейха, нашего дорогого любимого Мухаммада Афенди Иракского, Куддис сирруху. Я тоже рад, если меня представили слово прочесть какой-нибудь маленький мавлид. Я рад, что вспомнили обо мне тоже. Иншаллах, мы свой голос тоже покажем здесь, который одарил нам Аллах, Субхану ва Та'аля. Пусть Аллах простит нас, наши грехи, грехи наших родителей. До судного дня всей уммы Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, пусть Аллах простит грехи. Кто не совершает намаз, пусть Аллах наставит на истинный путь. Пусть Аллах одарит нас полезными знаниями, крепким иманом. Пусть Аллах исцелит больных людей, которые посетили этот маджлис. Пусть Аллах укрепит нас на истинном пути. Пусть Аллах нас никогда, чтобы не сбился с истинным пути. Пусть Аллах одарит нас раем фирдаус. Аллахума амин. Валлахи сад, я Аллах, чьи китаб каламуллах, зикр альхамдулиллах, ла илаха илляллах, зикр альхамдулиллах, ла илаха илляллах. Валлахи сад, يا الله شي كتابك كلام الله ذكر الحمد لله لا إله إلا الله ذكر الحمد لله لا إله إلا الله عالم عارين پادشاه حق رقنقا
سو پایدخت تی جردی یا بدبخت لا إله إلا الله تی جردی یا بدبخت لا إله إلا الله Ostar kaçır koljedaç hiç rakini ek godaç ne oloda hiç idaç la ilahe illallah ne oloda hiç idaç la ilahe illallah Vallahi sad ya Allah Çi kitabaka lamullah Zikr elhamdülillah La ilahe illallah Zikr elhamdülillah La ilahe illallah Çekhi Allah din Kur'an Ham yalapçı khi ustar Qud kitab din ya haber La ilahe illallah Qud kitab din ya haber La ilahe illallah İnsanlara ya toba İslam dizrik aşuha Ham ya ekmici sura La ilahe illallah İnsanlara ya tuba İslam dizrik aşuha Ham ya ekmici sura La ilahe illallah Ham ya ekmici sura La ilahe illallah Vallahi sad ya Allah Çi kitabka lamullah Zikr elhamdülillah La ilahe illallah Zikr elhamdülillah La ilahe illallah illallah Allahümme salli ve sellim ve barik алейх. Этот год объявлен Духовным управлением мусульман Дагестана годом заката. Что такое закат, нам расскажет Мухаммад Хаджи. Пожалуйста. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله شكر خي الله سچا مسلمان رس خلقنوا چز يكه مجلس هي خريق نجز ومجلس الله چز مبارك ورا الله سه مجلس قسمت أونا كخريقنا بركة تارخورا يا ربي الله وهي مجلس سبيب كنا الله تعالى ذا كخريقنا يكا عالمار محمد يراقس كزان ترتيخ قلا هذا رقت خزوا هذا سكتي يكا درين تشيرولر وعالمار قزاف كرا يا ربي الله حرمتلا مصر منار حرمتلا مصر ما استخيار وخار إنال هارس مدرسة زاغ رخزا كسار خنا مولد دارك إلزا كسار خنا الله شكر خوي الله قچاز هكتي منكملر گزوا مدرسة إلزا إسلام دين تخوزا إسلام دين زارق إلزا قدزا اختيار قنوا الله سوشيز أريد بيري شكر يا ربي الله Peygamber aleyhissalatu vesselam lehuzva ke buniyel İslamu ala khamsin İslam diye lehuzva kutun lehuzva vaç inal Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Sadlaha İslam dinizden dayak yazva Allah sadya Muhammed peygamber hak lahu yani şehid valga Qeydlaha İslam dinizden dayak yazva ima yıka واتفر كاب أوان
Пыдлага ислам динзан даяхязо, има devletova kasa, devletler zakat goy. Qudla haze Ramazan ve sıra sevxiye, vadla hazniye amr sarakhi tani hajzal fi, alaqna ve kas. Allahu Teala zaharsa insan aktarmıştı. Allahu Teala zaharsa insan, hama kesip, hama devletli, hama niçak insan, hama sağlam insan, harsa insan dünyazal aktarmıştı. Kesip insan Allahu Teala aktarmıştı, kellik zo, adı şükrar gızaf gizan, yatakata, adı şikayetar gızaf izan. Devlet gan insansız ve devlete ve insanı aktarmıştı. Adı devlet halal rekiz işlemişti, yatakat haram rekiz işlemişti. Ve çekive ve hak gah guzan gah guzaşni. Hakayla İslam diyezikene avazu zakat ve huzakil veri kitabı şeriatına kitabran kenu hama Kur'an'dan Allahu Teala emirha onu lehuzveki Kur'an'da a'udhu billahi mineşşeytanirracim ve aqimus salatu ve atuz zakat. Kap ayalı huzu ve huzu zakat se. Zakat hoşlaha gafi. Gızaf insanlar zakat sana gavur zakazvoş zakat hoş çizvoşan birist. Ek avaki zakat ima sadaka gahizo. İnsansız Allahu Teala'za sut kazan qene hikat vaqt kenvata kpınız. Mesela ükünne kap ükünne vaqtımız avını kazvaz de nesine kap nesine vaqtımız avını kazvaz de raqdan kap raqdan kpan vaqtımız avını kazvaz hakat zakatsız ne için vaqt ava için qadar avaz. Devlet ava insanza Allahu Teala devlet gan va kasdi ha zakatsız için vaqt atal o zakat gan kazvo. Hemişe Allahuz vazike İslam din Allah'sa insanız ganova ni'mati. İslam din davaval iyi skeyit açına veride Müslümanlara abrış çipiz kısayı. Eğer İslam din davaval iyi skeyita abrış çipiz zerili. Mesela devlet ve insanız zakat günü kağuş hayrav. Sadaha hayır anda savaba ve ahir kıyamati qız alhuzu. Yani duadak zihik huzad. Allah azma qadar qizwa vinil qizwa du'a amr balahar Allah subhanahu wa ta'ala ibn kazwa sadlahaz Allah se cha sabr gon patal qizwa balahar qidlahadni Allah se cha khuy patal ha balahar ka hakala hürmetli Müslümanlar hiq onçna sadaqa yar hiq onçna zakat gusketa ha qadar islah wal jaza Muhammed Rasul haciza saadoyev uçe lohuzu ki mahaç kalaz ava qadar devletler lohuzu mahaç kalaz ava qadar devletler zakat gan kaza qadar kasar eğer zakat guskayit lohuzu Dağıstan zıqene Dağıstan çileral kesip kas amıqdaç lohuzu im tekse mahaç kalaz ava qadar kasar gel kili gençne veri Dağıstan hiqon kasar ava devlet avaz devletler zakat gun tizwa çirkhara ki hakti kasarız Allah sen vilik haber cevap guzad ve abro devletse habrus çipiz protiv qız ahir qiyamati qız ahir qiyamati qız Allahu Teala amru hesap sual qarwal hürmetli Müslümanlar inal saikten ahlatni iskanzo çipatara qibla patan Dağıstanza alimar kelma kasar temilo inal harsa medreseza mevlidar keldalla harsa medreseza kelma gadarnal qaqdalla çna fikirni kanzo ki çipatat emilova vliskiligna çnahanız aylara qornu kanzo gızaf vaqtar lohuza ki medresesiz fen kelma kaska uç qatsad lohuzo yani andaka учёный жезмо ятаката андаса qunluq жезмо uç qunluq qatsulzu andaka siftani sifte andaka insan jezo siftani sifte akaskar medreses kelma kaskar insan jezo insan zike qunluq arkan yatakata ike пачаха ama главный колахтыш инсан запуче яхна мыска инсан валха хами ке колахи hakala Allah azma qadar küхрер yatakат патагва хурер yatakат muqaqillir ka medresa ras qujza kasara quray quy Allahsa kimeh gora chaz nusrat gora chexurin qinara wa hakni chi patara ike alimar Muhammed Yaraqski zankti derecez wa alimar madni artuqa vura ya rabbi Allah
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hürmetli yararı cemaatler, hürmetli bıtaatel ve mihmarar. Ki Allah zuvar recabaz köz mübarek ki, kani meclis ve lüttar köz mübarek ki, İslam'da al-mehkem ki, kuliqine hürmet bereket ki, balayka rikihat ki, zalgah kani öbürüne Allah kümek Allah razı ki, kuzu kılıq. İle zazuz kanzuka 5 kez. Allah da hükmet aldı. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Allah adı dillerde, sevgisi gönüllerde, çok korkulu yerlerde. Allah Allah diyelim. Çok korkulu yerlerde. Allah Allah diyelim. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Allah adı dillerde, sevgisi gönüllerde, çok korkulu yerlerde. Allah Allah diyelim. Çok korkulu yerlerde. Allah Allah diyelim. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Allah emrini tutalım. Rahmetine batalım. Bil gibi ötelim. Allah Allah diyelim. Bil gibi ötelim. Allah Allah diyelim. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Ölüp kabre varınca, melek sual sorunca, Rabbin kimdir deyince, Allah Allah diyelim. Rabbin kimdir deyince, Allah Allah diyelim. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Yunus söyler sözünü, Hakk'a bağlar özünü, görmek ister üzünü, Allah Allah diyelim. Görmek ister üzünü, Allah Allah diyelim. Allah Allah ya Allah ya Allah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Benim din İslam dindir. Şükür elhamdülillah. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Так, следующее я всем предоставил слово, кроме себя. Меня зовут Ярахмет Ханмагомедов. Я представляю Институт теологии и международных отношений, который также находится в Махачкале. Я бы хотел остановиться немножко подробно о работе этого вуза, о работе вуза, о котором знают немногие. Этот институт является инновационным учебным заведением, где органически сочетается религиозное и светское образование. Большая ошибка людей заключается в том, что они до сих пор думают, что это религиозный вуз. У нас есть в Дагестане религиозные вузы, исламские вузы, которые дают исламское образование. У нас есть светские вузы, которые дают светское образование. Но не было учебного заведения, где вот все это сочеталось вместе. Единственный один вуз, где преподаются и религиозные дисциплины, и светские дисциплины. Институт теологии и международных отношений, вот буклет у меня находится. Если кто-то заинтересуется, ко мне подойдите, я дам. У меня есть буклеты. Является учебным заведением светского образца. Светского образца. Если я перечислю здесь направления и специальности, которые там реализовываются, вы поймете это. Вот первое, лингвистика. Лингвистика, направление теории, методика преподавания иностранных языков и культур. Такая же специальность есть в Дагестанском государственном университете.
Следующая специальность журналистика тоже в ДГУ есть, и у нас тоже есть такая специальность. Международные отношения нигде нету, только в Институте теологии международных отношений. Экономика, есть экономический факультет. Вот специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит вы найдете и в Дагестанском государственном университете, и у нас тоже. Разница в чем заключается? Если в других учебных заведениях годовое обучение стоит от 60 до 100 тысяч рублей, у нас годовое обучение составляет 20-18 тысяч рублей. Что это означает? Мы берем только те деньги, которые нужны, которые необходимы для оплаты преподавателей. Мы других целей перед собой не ставим. Пожалуйста, кто задумался, значит, пойти, кто решил пойти, вот у многих здесь родители сидят, уважаемые родители, если вы хотите быть спокойными за своего сына, за свою дочь, пожалуйста, отправляйте в Институт теологии международных отношений. Там учебный процесс идет под руководством воспитателей. И после вторая часть дня тоже. Проживание там бесплатное. Питание там есть некоторые условия, и в дальнейшем мы хотим сделать бесплатным. Прекрасные места. Сейчас строится общежитие для них. Что для родителей нужно? Чтобы их дети пришли в нормальное место, что их сердце было спокойно за них. Вот таким местом является Институт теологии международных отношений. Я вчера в Магарамкенте выступал перед директорами школ, там было совещание, и я обещал, учитывая, что я уроженец этого района, я являюсь ректором этого вуза, принять 2 человек, 2 выпускников бесплатно в этот вуз. Пожалуйста, обращайтесь в районо, через районо, по представлению районо, 2 человек я принимаю бесплатно. И в дальнейшем, если будут, например, круглые сироты из этого района, если я увижу, что они хотят заниматься, хотят учиться, в дальнейшем они будут освобождены от оплаты за учебу. Если кого-то заинтересовал, пожалуйста, ко мне подойдите, у кого-то вопросы, я отдам буклеты, подробную информацию о Институте теологии международных отношений, об условиях приема в этот вуз вы можете посмотреть на сайте в поиске, в интернете. Вы подаете команду Институт теологии международных отношений, заходите, и там вся информация, там вы увидите, найдете, узнаете, чем занимается, чем живет Институт теологии и международных отношений. Если у кого-то проблемы с единственным государственным экзаменом по профильным, у кого-то по профильным экзаменам не совпадает, мы для таких детей открываем подкурсы. Это что такое? В течение 5 месяцев они проходят у нас, мы их обеспечиваем общежитием, оплата мизерная, в пределах 5000 рублей. И мы целенаправленно готовим в течение этих 5 месяцев, 6 месяцев, и то занятия будут не каждый день, мы целенаправленно будем готовить для поступления на тот факультет, который они выберут. Факультеты у нас журналистики, экономики, лингвистики, международных отношений и теологии. Кто хочет приобрести канонические глубокие знания, имеется в виду исламские знания, для тех есть теологический факультет, факультет теологии. Все остальные факультеты дают светское образование и плюс представление о своей религии, религиозное образование по выбору самих студентов. Спасибо за внимание. يا الله 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 سبحان الله يا 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 الله سبحان الله يا الله إن دنيادي وردالي بها تروي جيريك هرزني شيرين زي وردالي تريا سوي
يا ربي وزخوي شكر شم مسلمان خلق آور جي پیغمبر دين حرمت زيهان دا أمت زيگ چوكتور يا الله 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 سبحان الله في قدر تورتاني شكر وزت إمليكي يا إلهي يا ربي جي الله ساونيكي في كتاورتان يا ربي وزي زخاتنا جي دزرق الإيتي تاورتان قالتناك وحدكي يا الله 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 سبحان الله ونيا چاز رسول گي دزرق چاز قالان وزي شني خوري يا ربي كسارق شفاعت گي يا إلهي يا ربي شكر وزرسول گي شريعة زيرك قالنا طريقة زيرك غي يا الله 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 سبحان الله طريقة زيرك يا دوز أنرق شنا قامر أوجوز إن رقلي چگميشي مسرق قادشكي يا ربي وزحمد خوري طريقة زيرك چزگي جيريك إخلاص آواز عبادت إيز چرنوي يا الله 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 سبحان الله يا 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 الله سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Уважаемые братья и сестры, очень много гостей, много имамов приехало, хотят выступить, но у нас время, уже азан прозвучал. От имени этих имамов, районных имамов нашего района, от имени тех имамов, которые приехали из далеких районов наших, я вас еще раз поздравляю. Пускай вот таких мероприятий будет очень много. Пускай Аллах нас сделает такими людьми, которые всегда будут принимать участие в таких мероприятиях и уходят с таких мероприятий без грехов. Сейчас я приглашаю, пожалуйста, группа для чтения «Мархаба». Иншаллах, все встанем, братья и сестры, это проявим почтение по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس
حسن خافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسن والحسين مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عنا يا ذنوبا واغفر عنا سيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا يا مجيب الدعوات مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسن والحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Сейчас мы прочтем, иншаллах, дуа, и слово предоставляется Абдуллах Хаджи для чтения дуа, пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وفي المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم شتت شمل أعدائنا وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم احفظ بلاد المسلمين وداغستان خاصة من جميع الآفات والبليات والمصائب والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل دعاءنا بحرمة سر سورة الفاتحة. И последнее слово. В завершение я хочу предоставить имаму мечети Мухаммад Рафику, пожалуйста. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli Hürriyer Muhmanar Meclis выступающего алимар Виридла кила Аллах расихуй, Аллах тикки колера виридан берекат артухаруй. И маджлис из кмеганва инсари, хуридж мяти, хуридж хилри,
شبيجون زهمت قيامتي يقول الله تعالى دي الزهمت سبب خنا شجهيوريز إنك مهجي هارس جهيل دي سخوي خيش بزهمت زهمت جنتي قوي هارس إنسان دي الله دي إن لطنوا час ваъза насихатовнва инис Северный Дагестан дела Башлымишна, че Южный Дагестан дал де от начала до конца Дагестана де почти вери чкара алимаратанва, вери чкара халқатанва, харса касти низмехенва қадам хуяхи джаннехти қадам рика. И кала веридла Аллах разликуй, че духовенство для que чина и верги вахтуда чпи организовать на муфти Ахмад Хаджи Абдуллаева هذا заместитель ракурных и низика алимар Дагестана ракурных вери райони имамар حقيقة гав вери да сгоже дачки я гав гуда вахтни чазавача вахтни ограничения акил харса инсан дила Аллах разликуй и налатабрула гав густаха инсан рилани хилкачо бахишла миша иншаллах қада маджлиста қада исос қада сеферда аурохтуда и сеферда гафтага алим речна гудахи қада сеферда кела хардала Аллах вери разликуя Аллах ти киколера хурера кивачкара берекат артухаруй حقيقة قنيقوز رجب دي وسرا ساشك نوچيز پیغمبر علیه الصلاة والسلام دي الله لكن حديث له هي انسان دي رجب دي وسرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دل صلوات كالنا كان كيتا سفر دا ها انسان دل بتقانيت لدغ زر ملايك دي كالسكي صلوات هي انسان دل وزكي ملايك ري صلوات كالا وقتو دا ها إنسان وزكي ساشك نوچجتك جنة إنسانك قوي الله تقنيقو شو إنهيك ونوتا قيامتي قوز جنة محمد صلى الله عليه وسلم دي حوف استال شو هكا قطرة طلب زكي ويري أتنوى مهماريكا خرين ويريكا ريون أهليريكا صادني غجبور أيولار ديش أهلياري تيمار ويري سبيله بسم الله هنا سفوتنا ويري أخبق في قراهم فوتي تنماست الله بسخي كات الله بويا بسم الله تنماست إن لا كاسني قراتو كلا ويري الله رزقوي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر